Добрый вечер, дорогие участники. Сегодняшняя тема тренинга «Зеленые здания». Что это такое, какова их роль в достижении углеродной нейтральности? Сегодняшний спикер Александр Белый. Наша повестка на сегодняшний тренинг. Мы снова расскажем про правила конфиденциальности, правила онлайн-этикета, немного о нашем спикере и вопрос-ответ. Не забываем про правила конфиденциальности, что на тренингах оно действует, и здесь принято считать, что информация, которой делятся участники, в данном случае еще спикеры, по умолчанию не предназначена для выноса за пределы тренинга. Далее правила онлайн-этикета. Соблюдайте тайм-менеджмент, не опаздывайте на онлайн-встречу и заходите на 5 минут раньше от назначенного времени. Дальше камера. Пользуясь случаем, прошу всех включить по мере возможности свои камеры и выключить микрофоны. Третье – это активность. Активно принимайте участие в процессе конференции и взаимодействуйте с другими участниками. Далее соблюдайте дресс и общая картина. Позаботьтесь о картинке в кадре и тихому местонахождению. Немного о нашем спикере. Александр Владимирович Белый является кандидатом географических наук, профессор, ведущий национальный эксперт по низкоуглеродному развитию, энергоэффективности и окружающей среде с более чем 20-летним опытом. В 2002 до 2021 годов работал экспертом и координатором международных проектов ПРООН, ГЭФ, ЮНЕП, Европейского Союза и правительства Республики Казахстан. Имеет большой опыт в разработке нормативных, институциональных, финансовых механизмов для продвижения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов с акцентом на секторе зданий. Автор специальных обучающих курсов и программ по энергоэффективности и содержанию зданий, устойчивому развитию, финансированию и декарбонизации. Далее также является исполнительным директором Казахстанского совета по зеленому строительству КАЗ-GBS. Прошу вам слово, Александр Владимирович. Спасибо, Алтын. Здравствуйте, я приветствую всех на этом тренинге от имени Казахстанского совета по зеленому строительству. Сегодня я делаю презентацию по зеленым зданиям. Сегодня все чаще от политиков, с трибун СМИ, из уст отдельных экспертов и специалистов звучат такие понятия, как декарбонизация, низкоуглеродное развитие, углеродная нейтральность. И вот сегодня я хочу поговорить о зданиях, которые потребляют значимую часть энергии, и здания являются участниками этого процесса достижения углеродной нейтральности. Рассмотрим роль зданий в этом всем процессе. Значит, вначале я напомню, что такое углеродный след. Значит, вы, наверное, слышали, что углеродный след, и, возможно, знаете, это совокупность выбросов парниковых газов, на которые так или иначе повлиял человек. Буквально с каждым вдохом мы выделяем углекислый газ, также к другим парниковым газам относятся, например, метан, озон и даже водяной пар. На сжигание топлива, работу промышленных предприятий, ведение сельского хозяйства приходится наибольший процент объема парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу. Также и здания формируют свой углеродный след. Почему необходимо считать углеродный след, то есть его оценивать? Потому что можно сокращать его, естественно, в своей деятельности, разрабатывать стратегии по управлению выбросами, повышать качество системы мониторинга за парниковыми выбросами, проверять достоверность информации, также повышать конкурентоспособность экономики за счет снижения углеродоемкости продукции, ну и размещать результаты своей деятельности, например, в средствах массовой информации. Здания, как и сектора промышленности, дальше я покажу, потребляют значительную часть энергии, в том числе и в Казахстане. И вы знаете, что в 2015 году было принято Парижское соглашение по изменению климата, и каждая страна впоследствии приняла на себя национальное обязательство
определенные. И вот в 2020 году наш президент, выступая на одном из глобальных форумов, также заявил о приверженности Казахстана достичь углеродной нейтральности к 60 году. Вот на этом слайде представлены как раз обязательства различных стран, и вы можете видеть здесь, большинство стран приняли на себя обязательство вот достичь углеродной нейтральности к 50 году, вот несколько стран, в том числе и Казахстан, к 60 году, но есть и к 100 году некоторые страны. Картинка такая очень мелкая получилась, но если вы сканируете QR-код, то можно перейти на страницу, где эта картинка более качественной будет. Ну, естественно, что, говоря о достижении углеродной нейтральности, мы должны заботиться о том, чтобы наши здания тоже стремились к углеродной нейтральности. А здания относятся, как я уже сказал, к одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, и поэтому имеют большое значение для сокращения их выбросов в любой стране. Вот на слайде приведена диаграмма, которая демонстрирует потребление энергии с левой стороны, и с правой стороны это эмиссии парниковых газов от сектора зданий. Это, значит, был такой отчет 2020 года, опубликованный на глобальных сайтах. Значит, здесь демонстрируется эффект от зданий. Вы видите, что выбросы в жилых и нежилых зданиях связаны с использованием энергии в результате, например, отопления, освещения, энергоснабжения зданий. При этом углеродный след зданий бывает двух видов. Очевидно, вы как специалисты по зданиям, как я информирован, вы являетесь, поэтому вы знаете, что есть так называемые воплощенные выбросы и эксплуатационные выбросы. Воплощенные выбросы – это выбросы от строительного сектора. Вот как раз в среднем мире специалисты посчитали, что они занимают примерно 10% всех выбросов. И это связано именно с производством стройматериалов и со строительством самих зданий на местности. А все остальное – это, по сути дела, выбросы, которые связаны с эксплуатационными характеристиками. Это отопление, освещение, энергопотребление для различных приборов, оборудования и так далее. И это составляет вот 6%, например, для жилых зданий, это прямые выбросы, 11% непрямые выбросы для жилых зданий. Что такое прямые и непрямые? Прямые – это когда сжигается непосредственно топливо для обогрева зданий, например, или для производства энергии. Это в основном, ну, как мы говорим, автономное отопление. Их меньшая часть, а большая часть потребляет энергию, произведенную где-то вне, на ТЭЦ, котельных и так далее. Это 11%. И нерезидентские здания, нежилые здания, это, соответственно, 3,8% директ и индирект. В Казахстане на 2020 год, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, здания уже занимают первое место среди секторов экономики по потреблению энергии. Вы видите, в 2014 году на первом месте была промышленность, здания были на втором, но благодаря структурным изменениям в промышленности, применением энергосберегающих технологий, повышенным вниманием к сектору удалось сократить потребление на единицу продукции и тем самым повысить ее энергоэффективность. А здания, тем не менее, наоборот, выросли в этом процентном отношении. На долю зданий в 2020 году приходится 43,5% потребления энергии. Это плохо, потому что есть прогнозы, что к 2060 году, чтобы Казахстану перейти к углеродной нейтральности, нужно сократить потребление энергии в зданиях вот с нынешних 40-43% до 23%. В таком случае только будет достижимо такое состояние, как углеродная нейтральность. Поэтому предстоит большая работа для вас, в том числе как специалистов по зданиям, чтобы вы смогли проектировать, строить и обслуживать только энергоэффективные здания. Что же нужно делать, чтобы сократить эмиссии парниковых газов от сектора зданий? Вы знаете, что существует два вида зданий, два сектора. Это сектор существующих зданий и сектор новых зданий. В секторе существующих зданий нужно проводить их модернизацию, чтобы сократить выброс потребления энергии. Казахстан холодная страна, поэтому нужно особое внимание уделять системам отопления. Значит, естественно, что мы должны совершенствовать технологии отопления, регулирования теплопотребления, технологии кондиционирования, с тем, чтобы повысить их энергоэффективность.
Это сектор существующих зданий. У меня достаточно много работы, достаточно много презентаций, лекций есть по этой теме. Если поковыряться в интернете, погуглить, можно без труда найти пару-тройку моих презентаций. За 20 лет их было не одна, не один десяток даже. Во-вторых, сектор новых зданий. Следует строить и проектировать здания с преимуществом применением новых энергосберегающих технологий и применением малых ВИЭ для снижения углеродного следа. В связи с этим необходимо, как отмечено в стратегии углеродной нейтральности, необходимо переходить, например, повсеместно на электроотопление, которое будет поставляться энергией из возобновляемых источников энергии. Нужно переходить к большей теплоизоляции здания, к лучшим технологиям остекления зданий, к лучшей планировке, учету размещения здания по сторонам горизонта и многое другое. Тем самым мы формируем так называемые углеродные нейтральные здания. Но вот как раз этим двум критериям, как бы и зеленых, и в новом строительстве, и в существующем строительстве, может отвечать вот так называемые зеленые здания, о которых я сегодня рассказываю вам. Что же такое зеленые здания? Наверное, конечно, вы знаете, что это такое. Я не буду вас учить с самого начала, вы специалисты все. Подчеркнули, что есть такой Всемирный совет по зеленому строительству, в который входим мы, как часть, Казахстанский совет по зеленому строительству. И этот Всемирный совет дает следующее определение зеленого здания. Это здание, которое по своему дизайну, конструкции или в процессе его эксплуатации уменьшает или устраняет негативные воздействия на окружающую среду и, что очень важно, может положительно влиять именно на климат. В этой связи вот зеленые здания и климат – это тесная связка таких двух понятий. У таких зданий есть ряд особенностей, которые могут сделать здание зеленым. И условно вот их можно, все эти условности, эти особенности разбить на 6 взаимосвязанных частей. Это не только энергия, хотя энергия стоит на первом месте, вы видите, да, то есть это здания, построенные с использованием энергоресурсов и минимизацией воздействия на окружающую среду. Но и другие критерии – это вода, материалы, обеспечение качества воздуха, утилизация переработки отходов, здоровье и комфорт. По сути дела, любое здание может быть зеленым, будь то дом, офис, школа, больница или какой-то центр творчества, к примеру, учебное заведение, при условии, что оно отвечает вот этим 6 взаимосвязанным частям. И, естественно, чтобы подтвердить, что здание зеленое, нужно его сертифицировать. Обычно подтверждение зданий, что они зеленые, реализуется через систему зеленой экологической сертификации. По сути дела, такие системы представляют собой набор рейтинговых систем и инструментов, которые используются для оценки эффективности зданий и соотнесения его к зеленым или не зеленым. Многие, кстати, проектировщики, когда слышат слово «стандарт», они говорят: дайте нам точные характеристики, какое должно быть отопление, освещение там и так далее. Мы сразу подчеркиваем, что система зеленых стандартов – это система рейтинговой оценки. То есть чем выше такой критерий, тем больше вы можете получить баллов. Я дальше это покажу. Вот такие рейтинги направлены на улучшение общего качества зданий, инфраструктуры, интеграцию вот этих материалов, оборудования, энергоэффективных технологий в этом здании. И, что немаловажно, здания, прошедшие такую оценку, считаются зелеными и претендуют в ряде стран, особенно развитых, продвинутых, на какие-то преференции. Наборы рейтинговых систем и инструментов, которые используются для оценки эффективности здания или строительного проекта с точки зрения устойчивости окружающей среды, разнообразны. Наиболее распространенными системами такой оценки являются два, вам они тоже, наверное, известны, это система ЛИТ и система БРИАМ. Система БРИАМ – это первая такая система, которая была впервые опубликована еще в 1990 году, система ЛИТ в 1998 году. Также, есть еще и национальные системы сертификации, хотя по большому счету и ЛИТ, БРИАМ это тоже являются как бы носителями США и Британии, но они как бы являются международными, то есть применяются в любой стране.
Кроме того, в ряде стран разработаны в последние годы системы национальной сертификации, страновые системы национальной сертификации. Значит, вот на карте мы изобразили несколько из таких довольно крупных страновых систем. И здесь, в этом ряду, видите, среди таких стран, как Индия, Китай, Германия, Швеция, Франция, есть даже и Казахстан. Мы тоже имеем стандарт национальный свой, который был разработан в прошлые годы, о нем я расскажу дальше сегодня. Это национальный стандарт ОМИР. Для того, чтобы перейти к описанию этого стандарта, еще пару слайдов остановлюсь. Обычно, когда мы говорим «зеленые издания», когда только начинали свою работу, то люди нам звонили и говорили: вы знаете, мы озеленили кровлю, вот это уже хорошо, дайте нам сертификат. И в большинстве случаев в повседневном понимании мне звонят иногда вот рядовые потребители, которые говорят: вы знаете, я вот не видел зеленого здания там в Астане, например, или в Алмате. Я говорю: а как вы его представляете себе? Ну, это озеленение должно быть. То есть вот в мнении потребителей зеленые здания выглядят вот так же, как вот с левой стороны на картинках. Да? Это некие футуристические здания. Хотя такие здания есть, особенно в теплых странах, там в Сингапуре, например, такие здания есть. Но в большинстве случаев зеленые здания выглядят вот с правой стороны, видите, как обычные здания. Вот так выглядит здание в Индии, в Мельбурне, в Алмате и в Астане. Это обычные здания с виду, никаких тут деревьев на крышах я не вижу, хотя они могут быть. Поэтому вы как двигатели таких подходов должны понимать, что у потребителя вот такое мнение. Несмотря на развитие политики энергосбережения, наличие концепции перехода Казахстана к зеленой экономике и других программных документов, к сожалению, надо констатировать, что в Казахстане зеленое строительство еще не получило своего широкого развития. Тем не менее, к сегодняшнему дню в Казахстане имеется несколько зданий, которые сертифицированы как по международным, так и по национальной системе сертификации. Вот на данном слайде вы видите примеры зданий в Астане, бывший Нур-Султан, слайд формировался в то время, и в Алматы. Значит, вы видите, это системы и ЛИД, вот в частности, а на следующем слайде у меня, по-моему, есть, да, вот тоже в Астане в основном такие здания. Их вы можете видеть, список, в принципе, можете найти на сайте, в том числе нашего совета или соответствующих национальных систем. Кто мы теперь? Мы представляем собой совет, Казахстанский совет по зеленому строительству. Это некоммерческое объединение, которое было создано в 2014 году с целью способствовать переходу строительной индустрии Казахстана на принципы устойчивого развития. Основная задача нашего совета состоит в том, чтобы подготовить максимальное количество специалистов в области зеленого строительства и способствовать массовому внедрению в практику сертификации зеленых зданий. Чем мы занимаемся? У нас как бы таких 5 основных функций. Первая функция – это мы разрабатываем вот наш национальный стандарт, являемся его носителями, периодически его корректируем, усовершенствованием, ничто не остается на месте, все двигается, все динамично, поэтому мы занимаемся разработкой и введением такого национального стандарта. Он был начат к разработке еще в 2015 году и вот завершен буквально в 2019 году перед пандемией. Второе, чем мы занимаемся, мы обучаем экспертов и специалистов по данному стандарту. Вот до конца 2024 года у нас есть KPI подготовить около 1000 таких специалистов. Третье, мы занимаемся непосредственной сертификацией зеленых зданий. Тоже у нас есть KPI до конца 2024 года сертифицировать около 100 зданий по системе ОМИР. Сейчас мы занимаемся тем, что мы ставим задачу включить стандарт ОМИР в систему зеленой таксономии. Что-то у меня не листается дальше слайд. Алтын, помогите мне, пожалуйста. Ага, спасибо большое. Значит, мы работаем, как я уже сказал, нет, верните назад. Мы работаем под зонтом Всемирного совета по зеленому строительству и представляем это всемирное движение в Казахстане.
Вот вы видите, те советы, которые есть в странах, они обозначены этим зеленым цветом, и вот здесь наша большая территория Казахстана, она тоже обозначена таким зеленым цветом. Теперь непосредственно несколько слайдов по системе ОМИР, потому что это больше всего интересует архитекторов, проектировщиков, девелоперов, застройщиков и так далее. Что такое ОМИР? ОМИР – это казахстанская система экологической оценки зданий, которая разработана была с привлечением ведущих профессионалов строительной индустрии Казахстана, а также международных экспертов по зеленому строительству. Поддержка разработки этого стандарта велась со стороны Всемирного совета по зеленому строительству и программы развития ООН в Казахстане. В то время как раз я работал в проектах программы развития ООН и непосредственно курировал работу по разработке такого раздела стандарта, как энергоэффективность. И нам удалось согласовать со Всемирным советом то, что в нашем стандарте аж 43 балла, потом вы дальше увидите, посвящено именно энергии, потому что мы убедили как бы экспертов, то, что в Казахстане много требуется энергии для отопления зданий в зимнее время и для охлаждения зданий в летнее время, поэтому энергоэффективность у нас очень высокий, должна иметь приоритет. И у нас получилось 43 баллов из 110 занимает система энергетики. Кто может сертифицироваться по этой системе? Любая строительная компания, которая заявляет о своей готовности сертифицировать, стандарт является добровольным, она принимается автоматически в консорциум участников индустрии зеленого строительства и сертифицирует свое здание, свой объект. Наш совет, как я уже сказал, продвигает данный стандарт, казахстанский стандарт зеленых зданий ОМИР, который имеет 10 категорий, 56 критериев и 110 баллов может набрать любое здание, так сказать, став самым зеленым зданием, будем говорить так, набрав 110 баллов. При этом мы имеем обязательные требования, добровольные требования и дополнительные требования. Обязательные требования и в обязательные каких-то требований не выполняется, здание уже не подлежит сертификации. Добровольные требования – это требования по управлению, транспорту, отходам, здоровью, воде и водопотреблению, экологии, энергии, энергоэффективности, материалов. Это добровольные требования, которые могут быть зданием выполнены. При этом нужно набрать минимально 40 баллов из всех этих баллов. Тогда вы получите минимальный сертификат бронза уровня. Я потом дальше покажу. И добавочные критерии дополнительные присуждаются за лидерство, которое, по сути дела, стимулирует проект на достижение более высоких экологических показателей. Там применяются другие подходы к оценке, но это дополнительные баллы, которые может набрать, может не набрать проект. Если он набирает их, то это является дополнительным плюсом. Если не набирает, то он тоже может претендовать на определенный уровень сертификации. Сейчас мы имеем в своем распоряжении 3 стандарта. То есть мы сертифицируем сейчас офисные здания, мы сертифицируем торговые здания и мы сертифицируем многоквартирные жилые здания. Вот эти 3 стандарта у нас они действуют. С ними можно ознакомиться на веб-сайте kazgbc.kz, который я покажу в конце своей презентации. Сейчас наша команда работает над разработкой еще одного 4-го стандарта. Это стандарт учебные заведения. Отдельный стандарт, который будет готов, я думаю, в течение этого года, даже в первой половине этого года. Также, как я уже сказал, здание может получить один из 4 уровней сертификации. Самый низкий уровень у нас бронза. И здание должно набрать от 40 до 49 баллов. Он выдается по результатам оценки и включает в себя выполнение обязательных 9 критериев и дополнительно 40 баллов нужно набрать. Второй уровень – это серебро. Нужно набрать от 50 до 59 баллов. Также вы набираете обязательные критерии в обязательном порядке, и минимум 50 баллов дает вам серебро. Следующий уровень – это алтын, золото. Набирается 60-79 по такой же схеме. И платина – это самый высокий стандарт, более 80 баллов должен набрать то или иное здание. Ну и обязательные требования тоже должны быть выполнены. Так, что-то опять у меня не листает. Следующий слайд. Так, коротко расскажу о процессе сертификации. Значит, для того, чтобы
выполнить сертификацию объекта, нужно подать, соответственно, заявку. Обычно заявку подают на этапе проектирования объекта, это оптимальный вариант, когда еще даже нет проекта, есть только идея. Вот как раз архитекторы, дизайнеры, проектировщики могут прийти в совет и попросить помощь экспертную в проведении такого вида оценки. Тогда вместе с проектной компанией мы работаем над тем, чтобы дать рекомендации, а что же должно быть в этом самом зеленом здании. И по результатам завершения такого проекта, проектной работы, выдается предварительный или проектный сертификат. Здания еще нет. Проектный сертификат действительно 2 года. За это время компания должна возвести этот объект и пригласить нас на конечную сертификацию. По результатам выдается конечный сертификат. Зданию присваивается один из 4 уровней оценки, и тем самым здание получает такой сертификат уже в натуральном виде, то есть в виде шаблона, такого эмблемы, которая тоже размещается на первом этаже здания, что символизирует собой соответствие здания одним из уровней зеленого стандарта. Ну и последний уровень, он не обязательный, 4-й процесс, 4-й этап, это верификация. Если застройщик или девелопер хочет проверить свое действительно, Ну и последние несколько слайдов я расскажу о некоторых обязательных и добровольных требованиях. Это, наверное, будет интересно вам, как именно инженерам, посмотреть, что же представляют собой такие требования. Вот обязательные требования, они 9, как я говорил, они перечислены на слайде. Значит, конечно, требования, они, может быть, несколько звучат странновато по отношению к проекту, но такие требования, их можно встретить, в принципе, и в других национальных системах сертификации, и в международных, тем более, системах сертификации, такие как радиационный контроль участка, например, наличие специалиста по зеленому строительству, запрет на использование асбеста, минимальный класс энергоэффективности. И, кстати говоря, в нашем стандарте минимальный класс, он должен здание соответствовать C+, по стандарту 2011 года. Если здание ниже по классу, чем C+, тогда оно уже сертификации не подлежит. Либо, если это только проект, нужно проект будет переделать таким образом, чтобы здание отвечало C+ и выше. То есть сюда входит C+, дальше B, B+, потом A и A2+. Следующий обязательный объект – это качество воды. Учет потребления ресурсов, утилизация опасных отходов и управление зданием. Вот эти критерии оценки достаточно подробно описаны в нашем стандарте. Останавливаться я не буду. По каждому показателю есть так называемый evidence, то есть подтверждение, которое должен предоставить заказчик для того, чтобы доказать соответствие этому критерию. Ну и 2 слайда последних я приведу по отдельным разделам. Я напомню, что разделов больше, у нас 10 разделов, но я привел самые интересные. Это энергия, так как здесь самый большой балл, можно набрать 43 балла. Вы видите, что должен быть представлен энергопаспорт с подтверждением класса энергоэффективности. Причем, чем выше класс энергоэффективности, тем больше баллов можно получить. Самый высокий балл, 26 баллов, он присваивается, если здание соответствует самому высокому классу. Это А2+ по СН 2011 года. Ну, кстати говоря, вы, наверное, слышали, что в 2022 году, в прошлом году, в конце был принят новый приказ министра, и там классы пересмотрены. Сейчас другая классификационная характеристика есть, там А, Б, С, Д, Е, Ф и еще что-то там, но градации, они остаются, поэтому если посмотреть по градации, то можно найти процентное отношение отклонения от базового класса. В этой связи вы можете легко выйти на требуемый класс и определить балл своего объекта. Дальше требования по малым ВИЭ есть, так называемым, до 8 баллов. Это солнце, может быть, это какие-то солнечные панели, солнечные коллектора, либо там даже ветровые какие-то установки и так далее. Это энергоэффективное освещение, это оборудование, и отдельно стоят энергоэффективные лифты. Кстати, по лифтам самая большая проблема возникает, потому что заказчик не может обычно предоставить паспорт энергоэффективности на лифт, и приходится уточнять у производителя. Следующий слайд, пожалуйста, перевести.
объяснить. Ага. Это экология, тоже один из важнейших базовых показателей, базовых разделов. Максимально здесь можно набрать 8 баллов, но нужно здесь иметь в виду некоторые важные детали. Например, вторичное использование участка. Если здание располагается на вновь возводимой, осваиваемой территории, то это хуже, то есть здание не набирает баллы. И если хотя бы 50% пятна застройки размещается на уже использованном участке, это хорошо, тогда можно набрать 1 балл. Это сделано для того, чтобы стимулировать застройщиков использовать вторичную территорию, например, сносить старые объекты и строить на их месте новые. Также есть в этих критериях озонобезопасные хладагенты, световое загрязнение, контроль источников загрязнения, наличие устойчивых дренажных систем, безопасные источники света и так далее. Все эти критерии, опять же, можно почитать в стандарте и те доказательства, которые должны быть предоставлены. Ну и самый последний слайд. Какие же объекты сертифицированы по системе ОМИР в Казахстане? Этот слайд на 1 января 2023 года. Сейчас уже у нас март. Мы буквально на днях сертифицировали несколько новых объектов. Сегодня как раз я буду заносить их в каталог. И если вы зайдете на сайт, например, завтра, то вы увидите гораздо больше объектов. Значит, в разные годы первые объекты были сертифицированы в Алмате и в Астане. Вот вы видите, это значит, офисное здание, это Мега Силквей в Астане, и это Эргодом в Алматы и Гринтаун в Алматы. В прошлом году мы сертифицировали несколько объектов в Астане, это несколько многоквартирных жилых комплексов и один из павильонов Экспо, который сейчас претерпевает реконструкцию. Вот там была как раз предварительная проектная сертификация и конечная сертификация сейчас проводится как раз. Ну и в этом году мы также сертифицировали порядка 7 объектов уже многоквартирных жилых домов, поскольку сейчас в стране от Басыбанк объявил новый продукт «Зеленая ипотека», которая, в принципе, на рынке пользуется таким несколько ажиотажным спросом у покупателей. Там есть определенные плюсы для потребителя. В этой связи, конечно, компании стараются сертифицировать свои здания по зеленому стандарту и иметь возможность получать зеленую ипотеку через Атбасыбанк. Ну и последняя страница, мои координаты, значит, электронная почта и значит, адрес, как я обещал, где можно посмотреть дополнительные материалы. У меня все. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Да, благодарим вас за данный тренинг. Теперь дадим слово нашим участникам. Уважаемые участники, задаем вопросы, даем фидбэки нашему спикеру. Ну, в целом вопросов нет. Я думаю, все очень раскрыто было рассказано. Было очень интересно послушать вас, узнать новое. Я не знала, что у нас есть на некоммерческой основе такая организация. Было очень классно. Я думаю, как бы, если возникнут вопросы, то мы можем обратиться там, к вам или на сайт и просмотреть ваш сайт. Но в целом спасибо за лекцию, было очень интересно. Спасибо вам. Мы всегда рады рассказать о нашем стандарте, нашей деятельности. Действительно, долгое время тема зеленого строительства в Казахстане была как бы в таком зачаточном состоянии. Но вот в последнее время мы вышли, так сказать, на новые горизонты для того, чтобы рассказать как можно большему количеству специалистов, участников и даже, знаете, рядовым потребителям, что такое зеленые здания. Мне вот нет-нет, и позвонят люди, говорят, а мы хотим квартиру купить в зеленом доме. Я говорю, ну мы не продаем квартиры. Они говорят, ну мы знаем, но нам никто не может ответить, что это такое. Вот. Расскажите, пожалуйста. И вот я рассказываю. Потом они говорят, о, спасибо, все понятно, теперь мы пойдем на ваш сайт искать себе зеленый дом. Вот. Я рад, что немножко у населения проснулась такая потребность. Конечно, я понимаю, что частично она связана с более благоприятными условиями по зеленой ипотеке. Но для того зеленая ипотека, чтобы немножко пробудить интерес к этим зеленым зданиям. Чтобы люди поняли, что жить в зеленых зданиях не только полезно для окружающей среды, но и полезно для себя. Большинство из нас живет в обычных зданиях, которые не отличаются комфортом, не отличаются качеством воздуха. Даже вот у меня в квартире дом новый в Астане, но и то у меня часто болит голова, потому что я сижу целый день за компьютером, а воздуха не хватает.
Если бы я жил в зеленом здании, то было бы немножко по-другому, скорее всего. Кстати говоря, может быть, кто-то из вас знает, что к Экспо 2017 в Астане было построено 3 экспериментальных коттеджа, которые являются то есть net zero дома, так называемые, то есть они нулевого потребления. Мало того, они выдают еще энергию в сеть, то есть они потребляют меньше, чем производят энергии. И это в условиях холодного города. Вот это было впервые продемонстрировано. Это самые современные на то время технологии, датские были. То есть дома были полностью привезены и смонтированы полностью из всего датского оборудования. Это датское, австрийское, германское, немецкое оборудование. Ничего нашего там нет. Естественно, что себестоимость таких домов очень и очень кусается. Даже по меркам 2017 года она составляла где-то 2500 евро за 1 квадратный метр. Это, конечно, было очень дорого. На то время сейчас это еще дороже. Но что плюсом идет? Плюс, что там количество СО2 в воздухе, оно соответствует нормам. Количество, значит, там каких-то опасных веществ не превышает нормы. Дом утеплен, дом не электрифицирован извне, он сам производит энергию, сам ее, то есть потребляет. И 3 дома работают в связке. Там есть один энергохаб, который регулирует. А у вас есть дома лампочка красная, желтая, зеленая. Если у вас красная лампочка горит, то ваш дом потребляет больше, чем вы подаете в сеть, в хаб. И вам нужно что-то сделать, чтобы потом не выйти в минус. Если у вас желтая лампочка горит, вы потребляете столько, сколько производите. Если зеленая, вы потребляете меньше, чем производите. И вот как часто будет у вас гореть одна из 3 ламп, такой будет вам счет за энергию потом. Потому что другие вам будут давать эту энергию. Вот такой механизм расчета. Тут вопрос у нас в чате, Нуриля написала, я цитирую, у меня вопрос, что за лидерство, которое дает большую оценку? Лидерство – это дополнительные баллы, например, членство в совете в нашем. Компания может зайти в совет, получить дополнительный добровольный балл. Кроме того, если компания имеет какой-то кейс зеленый уже, независимо от даже к этому проекту не относится, например, крупная строительная компания зашла сертифицировать здание, а уже раньше, там год-два назад, она построила какое-то еще одно здание, которое там уникальное. Вот за вот эту дополнительность они могут получить еще 1 балл. Кроме того, там есть еще строка, когда они готовы будут подготовить кейс-стади по своему объекту. Если они захотят, они могут его подготовить, получить дополнительный добровольный балл. И последнее. Если они получают в результате оценки, например, в 2 категориях максимальное количество возможных баллов, то они дополнительно в разделе лидерства еще получают 2 балла. Например, по разделу энергии они 43 балла набрали. Вот мы им ставим 1 балл за это еще в лидерство. Или 2 балла, если это, например, по воде, там, по отходам, по здоровью, тоже максимальный балл и так далее. Спасибо. Да, Александр, спасибо, интересная презентация была тоже. Впервые увидел, что у нас, оказывается, есть тоже что-то наподобие лид. Но вот интересует вопрос, что было ли какое-то сравнение, да, скажем так, вот УМР, да, называется, вот, получается, и сравнение с лид, да, например, если УМР платинум, то по лиду это тоже платинум или что-то ниже выходит, или как, например, можно сравнить? Если, предположим, мы хотим, например, на лид, если пойти на международный. Ну, такого прямого сравнения мы не делали. Скажу лишь одно, что практически те же самые критерии вы встретите там, только, конечно, у нас немножко критерии более мягкие. Например, по критерию ЛИД вряд ли здания, которые соответствуют нашему бронзе, они пройдут по ЛИДу. Скорее всего, это выше. Это золото, это платина, скорее всего так. Но условно это я говорю условно, мы так не проводили сравнение. И второе, казахстанская система УМИР, она адаптирована к реалиям строительной отрасли Казахстана. То есть там убраны вычищены критерии, которые никак не могут быть соблюдены по стандартам международным. Ну, например, это даже связано с процессом управления, с процессом проектирования и внедрения каких-то
мы бы потом просто не нашли бы ни одного здания, которое бы соответствует такому классу. Потому что в Казахстане, как правило, вы знаете, строится все, что только разрешено по минимуму. Вот положено C- строить, вот все C- проектируют. Сегодня только мы были на одном объекте с коллегой, и они зашли к нам на сертификацию, но мы им отказали. Они попросили приехать в офис и провести ликбез, потому что они не знают, как можно вот это улучшить, как бы сделать. Другой случай был, мне звонят из Кустанайского региона и говорят, вы знаете, мы живем, говорит, в Казахстане, у нас энергопаспорт не разрабатывается. Я говорю, да вы что говорите? А у вас, говорит, другое государство или другие законы? Но они посмеялись, потом положили трубку, через полчаса мне перезвонили, извинились, говорит, вы знаете, оказывается, был у нас энергопаспорт, мы просто на него никогда не обращали внимания. И вот сейчас это настоящая катастрофа у застройщиков, когда они подняли все свои документы, оказывается, выясняется, что есть одна или две компании, которые всем делают энергопаспорта, и сплошные ошибки идут по всем проектам. Вот наш технический директор, она волосы дыбом встают, когда она видит эти расчеты. Там просто математические ошибки даже, 2 плюс 2 сложенные неправильно. И нам приходится возвращать такие паспорта и просить их переделывать, пересматривать, но и то не всегда они попадают на этот C+. Большинство зданий у нас проектируется с C и C-. И даже некоторые здания попадаются, умудряются проектировать с D, но не показывают это, а вуалируют и представляют как будто C. На самом деле, когда мы считаем, получается D. А, к сожалению, в экспертизе сейчас такие паспорта не особо проверяют, будем говорить так. И даже в заключении экспертизы они не отражаются как анализ этих паспортов. Раньше он был. А сейчас просто есть или нету. Если видят есть, уже хорошо. Сейчас мы вышли с комментариями в Комитет по делам строительства как раз для того, чтобы возобновить контроль за энергопаспортами, потому что от этого зависит, собственно говоря, потом благополучие наших граждан, приобретая жилье социальное по низкой цене, но в доме, который теряет тепло, они вынуждены платить много. И какая же это социальная забота получается государством? Здесь вот такой диссонанс получается. Я как раз сейчас разрабатывал для министерства раздел по зданиям, раздел в концепцию по энергоэффективности. Вот это мы все написали. Не знаю, сейчас примут ее или что-то уберут. Ну, конечно, будем надеяться, что что-то примут, потому что так, как строят сейчас здания, конечно, строить нельзя во многих случаях. Хотя есть успешные компании, которые довольно успешно продвигают на рынке энергоэффективное жилье. Спасибо. Да, еще есть, да, спасибо за ответ. Еще есть другой вопрос. Это касательно строительных материалов, да. Вот сейчас за рубежом очень уже хорошо начали практиковать, использовать дерево CLT. То есть это, по сути, можно сказать, во всех параметрах она очень, то есть имеет больше преимущества, там и вес, да, конструкции, там, и одновременно интерьер можно как бы не вшивать, да, всякие материалы, которые тоже имеют углеродный след. И то есть много вот таких вот преимуществ. И мне вот интересно, вот вы, получается, находитесь на передовом, и, может быть, у нас есть какие-то намеки на это, что в Казахстане тоже начнется какое-то строительство из CLT, что ли? Спасибо. К нам обращались недавно коллеги как раз, партнеры одни, они, да, пытались завести CLT-панели в Казахстан и говорили нам, не могли бы мы сертифицировать проект по этим панелям. Я говорю, да, с удовольствием будем, у вас тогда по материалам вообще шикарно все будет, там все супер. Сейчас материалы, как правило, идут по нулям, потому что в Казахстане, вы знаете, отсутствует экологическая сертификация материалов. Даже у наших соседей в России она есть, у нас ее нет. Поэтому, как правило, мы ставим нули там, потому что нет сертификата. По CLT было бы все замечательно. Но у них не было проекта, у них была только технология. Мы сказали, что технологию мы просто сертифицировать не сможем. Нам нужен проект, который для CLT-панелей. Но у нас в стандарте есть даже один критерий, вы потом можете посмотреть, касаемый древесины. Там, правда, не CLT есть, а
сертификат, сейчас не помню, FSN, по-моему, называется. Это, помните, как у Икеи, да, значит, они из материала, из дерева с низким углеродным следом. Они выращивают это дерево, затем они его используют как материал и подтверждают это сертификатом. Вот у нас есть такой критерий. Если на здании используется древесина, которая сертифицирована по этому международному сертификату FSN, по-моему, тогда они получают 1 балл. Но если проект не использует древесину вообще, то им тоже присуждается 1 балл, потому что этот критерий направлен на то, чтобы исключить использование древесины не сертифицированной на объекте. Вот логика такая рассуждения. Так же, как лифты, например. Если лифты используются энергосберегающие, и это подтверждается паспортом, мы ставим 1. А если в здании вообще нет лифтов, то мы тоже ставим 1 балл, потому что нет лифтов, но они не теряют 1 балл, потому что оно малоэтажное, к примеру. Вот такие у нас есть как бы некоторые вещи. Кстати, вы можете тоже пройти обучение, стать нашим аккредитованным специалистом. Для этого вам нужно, если вы представляете какую-то организацию, обратиться к нам с письмом, чтобы вы, например, заодно будете сертифицировать какое-то здание или войти в состав нашего совета, как член совета для продвижения зеленого строительства, тогда у нас есть льготные условия по подготовке экспертов. Но это уже как бы в частном порядке решается нашим учредителям и советам, когда вы подаете такое заявление. Кроме того, если вы обучаетесь в каком-то вузе, то у нас есть возможность социального партнерства, то есть здесь возможно получение от вуза письма с просьбой войти в состав совета в качестве социального партнера, и тогда мы можем обучить 10 преподавателей и неограниченное количество студентов, сертифицировав их по нашим вещам. То есть не сертифицировав здание, а аккредитовав эксперта, так сказать. У нас тоже есть на сайте соответствующие образовательные программы, можете посмотреть. Спасибо большое. Спасибо за вопросы, очень интересные. Да, и тут еще один вопрос от Нурили в чате. Какие советы вы можете дать студентам-архитекторам, чтобы для интегрирования зеленых технологий при проектном этапе? И, ну вот, ваше мнение, пожалуйста. Ну, первое, что я хотел дать, это вот, естественно, по энергии. Я занимаюсь больше энергетикой и продвигаю ее, и это большая часть дает баллов. Значит, здесь две проблемы обычно существуют. Первое – это класс энергоэффективности, о нем я уже рассказал. Поэтому советы, ну, здесь, видите, архитекторы не делают расчеты энергоэффективности, мне здесь сложно говорить. Но в целом проектировщикам, если я говорю, совет энергоэффективность. И второй совет, это уже и архитекторам в том числе, это применение малых виет. Потому что при архитектурном дизайне все равно вы разрабатываете там визуализацию вашего здания, и в любом случае VIA может тоже органически влиться туда. Сейчас, знаете, есть VIA вмонтированные фасады, в системы светопрозрачных конструкций. Вот мы были в Германии, тоже там целые микрорайоны строятся уже с такими фасадами, которые дают электричество. Плюс гибридные системы отопления в Берлине повсеместно распространены. Вот это вообще у нас отсутствует. Поэтому студентам сейчас, которые обучаются, нужно учиться рассчитывать такие системы и внедрять их в проекты. Это важно. Поскольку я вам привел диаграмму Снеки, где написано, что к 60-му году нужно в 2 раза сократить использование энергии в секторе зданий с 43 до 20%. А это серьезный шаг надо сделать. Это в 2 раза практически снизить потребление энергии. Учтите, что одно здание существующее снизить максимально можно только на 40%, как правило. Ну, вот таким экономически целесообразным путем. У меня есть большой опыт, мы выполнили более 100 проектов в Казахстане по линии ПРООН для модернизации существующих зданий. И я вам скажу, что максимум мы добились 41%. Если, конечно, утеплить фасад, поставить ВИИ, то можно добиться 60-65% сокращения, но не больше в условиях Казахстана. А это не в 2 раза.
И в этой связи новые здания надо уже проектировать с максимальной энергоэффективностью. Вот здесь уже нужно проектировать и в том числе углеродно-нейтральные здания. Я не говорю, что полностью нулевые. В Казахстане, наверное, невозможно спроектировать нулевое здание. Мы не юг Европы или Турция, чтобы проектировать совсем здание с нулевым потреблением. Все-таки у нас морозы достаточно суровые в стране. Но делать это с максимальным эффектом. Ну и еще одно пожелание по технологиям, касаемое, конечно, обеспечения качества внутренней среды. Здания, может быть, и проектируются сейчас в Казахстане хорошо, но потом на этапе строительства убираются ряд элементов. Например, система автоматики убирается, система регулирования урезается, и человек заселяется в здание и регулирует помещение, да? Потом неправильная эксплуатация систем вентиляции, кондиционирования, она тоже не только приводит к росту затрат на энергию коммунальных платежей, но еще и приводит к снижению качества внутренней среды. У нас болят головы, мы не можем долго находиться в помещении, нам все плохо. Мы стараемся куда-то выйти на природу, на улицу, но зимой это невозможно. Поэтому человек чувствует себя некомфортно, особенно вот в столице. В Алмате там попроще, там открыл форточку и свежий воздух из города. У нас такого нет. В этой связи пожелание такое, обращать внимание больше вот на этим инженерным системам. Ну и последнее, четвертое, это материалы. Вот Букихан понял вопрос касаемый материалов, древесины. Не только древесины и материалы нужно сертифицировать, но и сертифицировать все материалы. Материалы на, например, содержание летучих органических соединений, легких органических соединений, на наличие вредных примесей, потому что мы даже не всегда знаем, чем мы дышим. Вот в этой связи хотел бы на материалы обратить внимание. Вообще, надо сказать, что система зеленых стандартов, она для того и создана, чтобы в равной степени учитывать все составляющие здания, и энергию, и материалы, и даже транспортную доступность, потому что транспортная доступность, вот, например, мы едем на левый берег, все, я вот сегодня был, знаете, я полдня потратил, чтобы съездить вот в одно место только, да, потому что я парковался только полчаса, потом выбирался оттуда еще час. Я выехал 9:30, приехал уже в офис в час. Я потерял полдня рабочего времени. У меня накопилась куча писем, куча звонков неотвеченных, потому что за рулем невозможно. Почему? Потому что проектирование наших зданий, к сожалению, тоже еще оставляет желать лучшего. А удаленные здания, почему все транспортом пользуются нашим личным? Потому что транспортная доступность, наши автобусы оставляют желать лучшего тоже. Вот один из критериев зеленого стандарта – это транспортная доступность. Там и велопарковка должна быть, и транспорт общественный, который близко останавливает, там не больше 500 метров к зданию. Тогда вы получаете баллы. Если у вас больше уже и маршрутов мало, тогда там срезка идет, и вы получаете меньше или можете вообще 0 получить. То есть вот эти вещи нужно обратить внимание. Ну вот все, пожалуй. Да, спасибо вам большое за ваш тренинг. Это было очень полезно. Мы сделали запись. Если что, потом наши участники, которые не подключились, просмотрят. Вот. Благодарим вас за ваше уделенное время, за ваши знания, за то, что поделились с нами. Вот. А можно последний вопрос? Да, Мадина. Извините, если задерживаем. Ну вот мы обсуждали вопрос, вы рассказывали, что вы можете по обращению университета или организации через письмо обучить 10 преподавателей, неограниченное количество студентов. А вот что вот для этого нужно? Какие, например, будут требования нам, как студентам или преподавателям, чтобы прийти к успеху и получить, допустим, обучение вашей сертификации, получить необходимые знания? Ну, ничего не нужно, нужно письмо, действительно. Вот если вы обучаетесь в каком-то университете, то написать нам письмо в совет такого содержания, что, просмотрев ваш веб-ресурс, выражаем желание стать членом Казахстанского совета по зеленому строительству в статусе социального партнера, поскольку мы готовим студентов таких-то и таких-то. Предлагаем к обучению таких-то студентов, таких-то преподавателей. Список прилагается, например, и все. Мы рассматриваем на совете директоров и отвечаем письмом, что окей, все, положительное решение. Затем у нас идет онлайн обучение.
мы разработали лекции, которые можно прослушать, видеолекции на сайте, и затем сдать экзамен. Лекции находятся в открытом доступе. Их можно прослушать даже сейчас, уже после вот моей лекции, зайдя на сайт catchgbc.kz. Но сдать экзамен – это только нужно по письму. Мы дадим доступ по письму. Мгм. Если А вы если вот, сотрудники компании, ну, коммерческая компания там на платной основе. мгм. Да. А если вот, допустим, ну вот мы выпускники, мы вот заканчиваем, у нас осталось буквально 2-3 месяца, и, наверное, нет смысла обращаться прямо через университет, и уже получается, как вот мы сами, допустим, просмотрим видеозаписи на вашем сайте, которые вот мы уже открыли, посмотрели, и потом вот с обращением к вам, ну, письму в личном, в частном порядке тоже же может быть, или как? Да, это в частном тоже может быть, но это платно. У нас стоимость аккредитации 100 тысяч тенге стоит. Мгм. Да. Это нужно либо от компании уже, где вы будете работать тогда. Компания желает, ну, компания коммерческие 100 тысяч тенге – это, ну, вообще ничто. Поэтому, в принципе, если вы соберетесь и компания захочет сделать параллельно еще сертифицировать проект, тогда у нас есть там скидки определенные, можно до 50% срезать сумму, то есть будет 50 тысяч стоить. В этой связи там вы можете практически за бесплатно получить это сертификат. Мгм. Интересно. А вот сколько, на какое время, период рассчитаны ваши ну, как бы сертификаты, Обучение? или они бессрочные? Сертификаты. Ну, смотрите, аккредитацию вы получаете один раз, и там нет срока. То есть хорошо, вы прослушали лекции, обучились, знаете, что это такое, дальше самосовершенствуетесь, мы вас не будем проверять. Что касается сертификатов на здание. Предварительный сертификат, он действует 2 года, я уже сказал. За 2 года проект должен реализоваться. Если он не реализовался, ну все, извините, тогда уже не действует сертификат. И конечный сертификат, сейчас он действует 10 лет. 10 лет. Но сейчас мы, наверное, во второй половине года будем пересматривать, потому что 10 лет – это слишком долго. Значит, скорее всего, сокращение будет 2 раза срока, то есть сертификат будет действовать 5 лет. И через 5 лет компания должна или переподтвердить, или как бы, ну, уйти с реестра зеленых зданий. Потому что, вы знаете, мы заметили, что с течением времени, естественно, здания устаревают, и обслуживание страдает здания, особенно вот жилых многоквартирных зданий. И здания из зеленых может превратиться в коричневые. Поэтому, чтобы такое не допустить за 10 лет, мы лучше будем лишний раз контролировать через 5 лет. Понятно. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Было очень интересно, приятно выслушать вопросы. Как раз уложились в час времени. Позвольте мне пожелать также, прежде всего, участникам благополучного завершения вашего обучения и сказать такую фразу, что вместе мы, надеюсь, построим